Недельная глава Ре. Второзаконие 15:12 мы читаем. Если продан будет брат твой, еврей или еврейка, то пусть работают у тебя 6 лет. Итак, мы приходим к истолкованию шестерки, символика которой в системе Тарот заключается в разделенности, разделении, различии, в том числе развлечении или познании добра и зла, то есть сознании. Свидетельство шестерки мы находим уже на 6-й день творения, ведь именно на 6-й день был создан человек, мужчина и женщина, и Бытие 1:27. Мы сказали, достаточно в связи с разделенностью человека, и в этом смысле такое знаменование человеку сотворению на 6-й день весьма символично. Разделенность человека, делающая его несовершенным, ведет к несвободе, рабству, так же, как если человек станет единым, он станет и совершен, и свободен. И вот мы читаем в нашей недельной главе отрывок: «Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Второзаконие 15:12 и другие места, Иска 12:2, Еремия 3:4-14. То есть свобода обретается лишь после преодоления разделенности. Разделенность человека не может не означать и его отделенности от Господа, ибо, по словам Павла, водворяя в тело, мы устранены от Господа. 2 Коринфянам 5:6. Поэтому из 7 дней недели 6 отданы суете, не могущие существовать в отсутствии разделенности. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся. Иска 20 глава 12 стих. Теперь почитаем Матфея с Марком, Матфея 17:1-3, Марка 9:2. 6 дней спустя после какого события наступило преображение Иисуса. И если в Евангелии Матфея таким событием является Нагорная проповедь, то у Марка смысл этого счета для буквалистов теряется. Тому же, кто знаком с арифмологией, становится ясно, что преображение возможно достичь, только преодолев внутреннюю разделенность спустя 6 дней. Заглянем в книгу Иисуса Навина, где описывается, как стояли 6 дней стены города Ерихона, а на 7-й рухнули. Иисуса Навина, 6 глава, с 1 по 20 стих. Но ведь стена есть лучший образ для описания разделенности. И здесь разделенность сохраняется не далее, чем до преодоления 6. А теперь взгляните на следующий эпизод Нового Завета. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа, Иоанна 4:6. Для понимания все весьма полезно будет вспомнить слова Павла: «Христос у вас, упование надежды славы», Колоссянам 1:27. Разве трудно теперь связать воедино эти две формулы? В каждом человеке есть источник воды, колодец надежды или упования, около которого в каждом сидит утрудившийся от пути Христос. Времени же в каждом около 6 часа. Подобные нюансы нельзя упускать из Евангелия ни в коем случае, и мы не столь богаты, чтобы разбрасываться такими сокровищами, как то, что во время казни Иисуса от 6 часа тьма была по всей земле. Матфея 27:45, Марка 15:33, Луки 23:44. Итак, человек разделен и устранен от Бога. Но означает ли сие полное лишение его духовных даров Святого Духа? Ответ на этот вопрос содержится в символизме то, каким образом положил Иисус начало чудесам. Иоанна 3:11. В 4 главе, 2 главе 11 стихе: «Не доставало вина. Было же тут 6 каменных водоносов, вмешавшие 2 или 3 меры». Иисус говорит: наполните сосуды водою, и наполнили их доверху. Из дальнейшего следует, что вода обратилась в вино, что описано сим. Да, тот, что разделенный человек, представляет собой пустой сосуд. О, если бы только пустой, но он часто полон нечистот, могущий вместить и мудрость, и любовь. Сей сосуд надо наполнить надеждою, а уж пребывающий в человеке Христос силен обратить надежду ту в откровение Святого Духа.
Мы ничего не сказали пока о числе зверя 666, Откровение 13:18. Конечно, число зверя, число человеческое связано с шестеркой, и мы представим толкование в следующих сериях наших проповедей.